с новой силой актуальности возникает перед нами искусство Владимира Дмитриевича Илюхина, народного художника России и Мордовии, который искренне стремится донести до человека суть человеческого, будить в человеке совесть героическая, гуманизм, мужество. Я ищу положительного героя, ибо только он способен вершить великие дела. Думаю, что задача любого художника – это выражение чаяний народных, веры в свой народ и любви к нему, писал Владимир Дмитриевич Илюхин. И он очень точно определяет и идею творчества основную, и его цель. У Илюхина не было, в общем-то, трудностей в поисках героев, потому что герои шли из жизни, они были в этой жизни. И плоть от плоти той жизни сам художник. Он горячий оптимист, патриот, он воин-победитель, прошедший через всю Великую Отечественную войну, награжденный высокими боевыми орденами, наградами. Уж он-то точно знал, что есть героическое, положительное, возвышенное. И эти понятия в своем творчестве он раскрывает через образы людей труда. А они у него исконно российские. Это подвижники земли нашей, то есть это крестьяне, это земляки Владимира Дмитриевича, представители родного мордовского народа. Он эти образы видит через призму России, потому что сам он не мыслил себя в отрыве от нее, так же, как он не отрывал себя от истории Отечества. И вот эта неразрывная связь с эпохой, она формирует склонность Илюхина к созданию исторических картин. Но более всего он ее реализует в портрете, потому что ведь хороший портрет, он дает такое же полное, глубокое представление об эпохе, как и историческая картина. И вот в постоянной экспозиции современного искусства Мордовии Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Эрзи хранится один из шедевров творчества Владимира Дмитриевича Илюхина. Это портрет знатной телятницы из колхоза «Красный Октябрь» Нины Косолаповой. 1973 год создания. Героиня изображена на фоне бревенчатой стены избы, символизирующей строгость и суровость, неприукрашенность и какую-то изначальную константу крестьянского быта и труда, непререкаемость естественных, священных законов бытия с твердым соблюдением добрых традиций. В мастерски переданной световоздушной среде угадывается присутствие незыблемой прелести задумчивой тишины и покоя природы. Под стать ей и внутренний мир женщины, величавые спокойствие позы, гордый, открытый, с российской необъяснимой грустинкой взгляд, чуть вскинутая голова, пластичный замок рук, благородный колорит национального костюма с аккордами синего, белого и желтого. Все являет патриархальное достоинство и интеллигентность ее натуры. Этот портрет мордовской крестьянки – величественный монумент вечной российской жизни, духовным ценностям человека и гармоничного созвучия его с природой. Многие образы полотен Илюхина звучат как символ эпохи.
Портрет, по мнению Дмитрия Лихачева, самая характерная живопись для России, ведь она раскрывает характер и душу человека. Ее особенность – нравственная поучительность образа. Данная черта в определенном смысле совпадает с основной концепцией социалистического реализма в его объемном классическом понимании. Это прежде всего создание образа положительного героя, созидателя новой социалистической жизни и строителя будущего общества. Владимир Дмитриевич Илюхин художественно раскрывает созидательный потенциал человека, объемно изображая характер. По мировоззренческим устремлениям и силе темперамента художнику более близок портрет-тип с глубокой психологической характеристикой героя. Такой портрет отличается предельной остротой и точностью воспроизведения облика модели и в то же время отображением героического духа, гуманистической насыщенности образа. В нем сочетаются и реальное представление о герое, о личности героя, и идеальное. Таким является портрет молодой доярки Ани Пиксиной. Подчеркнутая вертикаль композиции, гордый поворот головы создают ощущение спокойной величавости. Чистые линии лица, ясные глаза, целомудренно сложенные губы говорят о скромности модели. Здесь идет строгий отбор основных качеств натуры при сохранении общей приподнятости трактовки образа. Увидев лучшее в облике человека, художник стремится это лучшее усилить в звучании. Он ориентируется на наиболее ценные качества портретируемого. Портрет становится размышлением мастера о судьбе человека, приобретает большую степень обобщения. Внутренняя красота человека раскрывается богато разработанным, ликующим, иконописно-красным цветом нулы современной национальной одежды Макшанки. Всю жизнь Владимир Дмитриевич Илюхин интересуется характерами мощными, волевыми, нестандартными, с глубоким внутренним миром, высоким чувством достоинства. Портретируемый для него – это прежде всего творческая личность, будь то крестьянин, рабочий или поэт, ученый. Его герои показаны в момент творчества всегда, созидательной работы ума и души. Поэтому для Владимира Дмитриевича Илюхина не важно показывать своих героев в конкретном контексте трудовой деятельности. Для него важно показать вот эти высшие общечеловеческие их черты. И эти образы, они вполне соответствуют высокой миссии, основной миссии искусства – возвышать душу человека и вести ее по пути совершенствования. Многие модели Илюхина позируют, конечно, но в них нет вот какой-то застылости, статуарности, потому что Владимир Дмитриевич создает так называемый действовательный портрет. То есть его герои – это всегда люди действия, даже если они находятся в статике. Они создают свое время, они работают на будущее. В их образах ярко выражена особенность Илюхина-реалиста, чувство полноты жизни, приподнятости над обыденностью и патриотическое ощущение Родины.